Общественные организации нашей республики создали оргкомитет. Вот представители оргкомитета здесь. Все ветви власти нашей республики откликнулись на эту тему. И нас, поскольку вот мы осведомлены, все поддерживают общественное мнение. И спасибо, что сегодня представители парламента прибыли к нам. Большое спасибо. Во главе нашей идеологии, нашей воспитательной работы всегда находилась литература. Литература, которая зиждется на родном языке. Если мы оттуда убираем язык, то литература не просто будет хромать, она изживать будет литература. А вы представляете литературу без фольклора, без пословиц, без поговорок, без притч, которые мы внимательно изучаем, независимо от того, какого рода они, от какого народа они пошли. Вот что нас должно волновать. А самобытность, а самостоятельность, а своеобразие национальной души, о котором классики писали. А что, это уже не актуально? А чувство собственного достоинства, без которого вообще ничего не происходит, оно что, может обойтись без национального языка, без родного языка? Я, может быть, забегаю вперед, но могу сказать, что кто против родного языка, тот чрезвычайно невежественный человек, с вытекающими отсюда всеми последствиями. Но об этом скажут специалисты, об этом скажут докладчики. Поводом для того, чтобы мы собрались и постарались еще раз во всеуслышание заявить о нашей позиции по этим проблемам, явилось то обстоятельство, что группой депутатов Государственной Думы 10 апреля 2018 года внесен законопроект в Государственную Думу о внесении изменений в Федеральный закон об образовании. Вроде бы невинное название документа, но суть сводится к следующему. Предлагают, что преподавание и изучение государственных языков Республик Российской Федерации осуществлять на добровольной основе, не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации, а право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации будет реализовываться в пределах возможностей, предоставляемых системой образования с учетом потребностей обучающихся и их родителей, их законных представителей. Кроме того, учет мнения обучающихся, их родителей и законных представителей при выборе языка обучения и воспитания изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик Российской Федерации должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей, в скобках, законных представителей. Вот суть того закона, который предлагается принять. Но поскольку речь идет о принятии федерального закона, в таких случаях самое первое, что должно быть проанализировано, это анализ, он должен сводиться к тому, насколько этот законопроект соответствует нормам Конституции. Поскольку в статье 15 Конституции Российской Федерации содержится норма о прямом запрете принятия каких-либо законов или иных нормативных правовых актов, которые не соответствуют Конституции. Более того, в самой же Конституции записано, что нормы, которые прописаны в Конституции Российской Федерации, они имеют свойство прямого действия и должны исполняться всеми должностными лицами, гражданами и различными институтами на всей территории Российской Федерации. То есть то, что написано в Конституции, надо исполнять буквально ровно так, как там написано. И тем более принятие
законов, которые не соответствуют нормам Конституции, не допускается. Давайте заглянем, как Конституция Российской Федерации и Конституция Кабардино-Балкарской Республики регулируют эти вопросы. Мы в последнее время, да и раньше, часто выступали и каждый раз ссылались на эти статьи Конституции. Нам говорят: слушайте, нам вы надоели со своими ссылками на Конституцию, мы это все знаем. Ну, знать одно, а исполнять либо не исполнять — это другое. Так вот, значит, в Конституции Российской Федерации закреплены следующие основополагающие принципы. Республика, я цитирую, в составе России является государством со своей конституцией и законодательством. Это статья 5. Статус республики определяется конституциями Российской Федерации и республики, статья 66. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. Органы государственной власти, органах местного самоуправления, в государственных учреждениях республик, они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Статья 68. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий России по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти. Это статья 73 Конституции Российской Федерации. Давайте заглянем в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики. Что там написано? Государственными языками на всей территории республики являются кабардинский, балкарский и русский. Республика обеспечивает, вот я прошу, чтобы вот это услышали все, республика обеспечивает равные права государственных языков на сохранение, использование, развитие и совершенствование. Далее, государственные языки КБР используются на равных правах, органы государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики. Если, как юристы, правоведы говорят, системно растолковать вот эти нормы конституционные, о которых я говорил, какой вывод напрашивается? Ну, первое. Республика в составе Российской Федерации является государством. Республики, и в частности наша Кабардино-Балкарская Республика, является неотъемлемой составной частью Российской Федерации. Это первое. Второе. Поскольку Конституция Кабардино-Балкарской Республики разработана, принята и действует в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации, то наша с вами республиканская конституция является неотъемлемой составной частью конституционно-правового поля Российской Федерации. Мне кажется, этот вывод тоже совершенно очевиден. Что из этого вытекает? Это означает, что все нормы, изложенные в этих конституциях, в том числе и Конституции Кабардино-Балкарской Республики, они подлежат неукоснительному соблюдению и исполнению всеми должностными лицами, в том числе, между прочим, и теми, которые сидят в Москве на разных должностях. Теперь, что касается нормы обязательности изучения государственных языков. Вот то, что сейчас предлагают принять в Государственной Думе Российской Федерации, находится в русле высказывания президента Российской Федерации на заседании Совета по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года. Что он сказал? Он сказал, что нельзя заставлять изучать неродной язык, точно так же нельзя допускать, чтобы часы или объем изучения русского языка был сокращен или как-то ущемлен. Вот в этой части, во-первых, мы с очень большим уважением относимся к главе нашего государства, но он сказал вещь, которая совершенно не стыкуется с теми нормами Конституции, о которых я говорил. Во-первых,
Если нельзя заставлять изучать человека не родной язык, то почему русский язык должны изучать кабардинцы, балкарцы и другие? Нам говорят, извините, это государственный язык Российской Федерации на всей территории России. Мы говорим, да, мы с этим согласны, будем изучать, поскольку этот язык государственный на всей территории России. И добавляем, кабардинские и балкарские языки имеют такой же статус государственного языка на всей территории Кабардино-Балкарской республики. А поскольку это так, не бывает первосортных, второсортных государственных языков. Или он государственный язык, а в нашей Конституции, как я вам цитировал очень старательно, дважды повторяется равноправие государственных языков Кабардино-Балкарской республики. Нужны еще какие-то комментарии? Дальше идем. Если нельзя заставлять изучать человека не родной язык, что английский, французский или немецкий, иностранные языки, являются для нас родными? Нет, не являются, но однако это в учебной программе сидит и обязательно надо изучать. Какая тут логика? Далее идем. Мы в школах изучаем много предметов. Математику, физику, химию, географию, там еще чего-то. Почему-то взяли и решили, что там, где касается родного языка, надо спросить у обучаемого и у родителей, хотите изучать или не хотите. Тогда, извините, это не государственный язык. Такой подход, который я вам постарался изложить, он, в принципе, с точки зрения правоприменительной практики, он исчерпан. Я могу, так думать, другой может по-другому истолковать нормы права, те же нормы Конституции, но высшими толкователями правоприменительной практики в этих вопросах у нас кто является? Это Конституционный суд Российской Федерации и Верховный суд России. Так? Так. Тогда давайте обратимся. Что они говорят? Конституционный суд Российской Федерации 16 ноября 2004 года принял постановление за номером 16-П. В чем суть этого постановления? Русская женщина, проживающая в Татарстане, обратилась в Конституционный суд с запросом. Говорит, наша семья русская, я русская, мой ребенок тоже русский. Однако, поскольку мы проживаем в Татарстане, моего ребенка заставляют изучать татарский язык, ссылаясь на то, что это государственный. Я прошу разъяснить, насколько эта норма закона, на основании которого нас заставляют изучать неродной нам татарский язык, соответствует Конституции. Конституционный суд, там сидят самые выдающиеся, квалифицированные юристы, отвечающие за судьбу страны, заседали и дали заключение, что эта норма соответствует Конституции, если уж вы проживаете на территории Татарстана, которая является государством и которая имеет свою Конституцию, будьте добры, соблюдайте. Понятно, да? Конечно. Дальше. Верховный суд Российской Федерации. Это случилось тоже в 2009 году у наших соседей Карачаева-Черкесии. Прокурор Карачаева-Черкесии обратился в парламент Карачаева-Черкесии с протестом, в котором было сказано, что там аж 5 государственных языков. Прокурор протестовал норму закона Карачаева-Черкесии, в котором было записано обязательность изучения 5 государственных языков. К чести депутатов Карачаева-Черкесии, в отличие от наших депутатов, протест прокурор отклонили. Сказали, извините, это наша прерогатива, мы такой закон приняли и будем его исполнять. В связи с тем, что прокурор Карачаева-Черкесии не согласился с депутатами, он обратился с иском в Верховный суд Карачаева-Черкесии. Верховный суд этот иск удовлетворил, сказал, что прав прокурор. Но опять-таки депутаты на этом не успокоились. Они пошли в Верховный суд России. И Верховный суд, рассмотрев жалобу
парламента Карачаево-Черкесии отменил то, что было решено Верховным судом Карачаево-Черкесии, и они указали, что прав все-таки парламент Карачаево-Черкесии, что это их прерогатива. Более того, обязательность изучения этих языков является неотъемлемым условием их сохранения. У нас есть, кроме Конституции, еще и федеральный закон, и аналогичный закон о языках народов как Российской Федерации, так и Кабардино-Балкарской Республики. В нашем с вами республиканском законе написано, что кабардинские и балкарские языки являются символом государственности республики. Это что означает? Это как формальная формулировка, но и по сути это означает, что покушение на государственный статус кабардинского и балкарского языков означает покушение на государственность Кабардино-Балкарии. И ничего другого. Далее, в нашей Конституции раньше президент назывался, сейчас глава республики, парламент Кабардино-Балкарский. Им вменена обязанность защиты нашей государственности. Им вменена обязанность сохранения нашей государственности. То есть, это что означает? Это означает, что если идут нападки на государственный статус наших языков, кабардинского и балкарского языков, это покушение на нашу государственность, и глава республики, и парламент, и правительство, и все наши представительные органы эту государственность должны защищать, независимо от того, кто эти нападки осуществляет. Вот все. Между прочим, и федеральные законы это говорят. Я сошлюсь в частности на федеральный закон Российской Федерации, номером 53-ФЗ о государственном языке Российской Федерации. Там что сказано? Там сказано, что обязательность использования государственного языка России не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в составе Российской Федерации. Понятно написано, да? Нам некоторые умники иногда говорят: слушайте, вы цитируете нормы права, где говорит о функционировании и так далее. Как будто вот эти нормы не распространяются на сферу образования и воспитания. Где, спрашиваем мы, в Конституции написано какое-либо исключение, что вот там надо функционировать, а это не касается школ. Ну, это, понимаете, ну, в принципе, это непрофессионально, глупая постановка вопроса. Значит, далее. Я хотел бы обратить внимание, что когда этот закон обсуждался, но он обсуждается в комитетах Государственной Думы на предмет соответствия Конституции, на предмет нужности, ненужности и так далее, два комитета Государственной Думы, комитет по межнациональным отношениям и комитет по делам регионов Севера и Дальнего Востока дали отрицательные заключения. Они прямо указали, что если такой закон будет принят на уровне Российской Федерации, это приведет к тому, что языковое, культурное многообразие Российской Федерации будет поставлен под очень серьезный удар. Вопрос. Мы уничтожим, по сути, вот культурное, языковое многообразие России, чего нельзя допускать. Кроме этого, они указали, что этот законопроект содержит очень большие риски с точки зрения раскола в обществе и конфликтов. В Российской Федерации проблем и конфликтов, я думаю, хватает. Почему нам сегодня надо еще сюда добавлять проблемы, связанные с межнациональными отношениями и языковой проблемой? Примерно эта мысль, она подчеркнута вот в заключении двух комитетов Государственной Думы. Далее, я хотел бы некоторые политические аспекты все-таки сказать. Почему? Потому что, как вы поняли, в том, чтобы государственные языки
Кабардино-Балкарской республике, Кабардинский и Балкарский функционировали, изучались, применялись в обязательном порядке, нет правовых проблем. Вы с этим согласны, да? Тогда в чем заключается проблема? Если отслеживать политику государства за последние, скажем, 20 лет, впечатление у меня лично такое, что вот надели удавку на национальное самосознание, на язык, на все, что связано на национальную идентичность нерусских коренных народов России, и эту удавку все время сжимают и смотрят, ага, что получилось, давайте еще сожмем. Вот такое у меня впечатление. Чем это подтверждается? Вы, наверное, знаете, что в какое-то время, это старшее поколение помнит, в наших паспортах писали, кто мы. Кабардинец, балкарец, русский там и так далее. Сейчас этого нету. Далее в системе образования, поскольку мы эту тему обсуждаем, Министерство образования и науки Российской Федерации 3 августа 2006 года утвердил приказом номер 201 концепцию национальной образовательной политики в Российской Федерации. Что там написано? Там написано, что из программы образования в Российской Федерации на всех уровнях надо исключить национально-территориальный компонент. Все, что связано с изучением языков, изучением национальной культуры, самобытности территории России, это большая, многообразная, вот это исключить. Национально-региональный компонент, о котором идет речь и который предлагают исключить, толкуется этими чиновниками как фактор, который угрожает безопасности России. Хоть стой, хоть падай. Далее. В 2014 году в Государственную Думу был внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о языках народов Российской Федерации. Инициатором были депутаты Сафар Алиев и Полыхин. Смысл этого законопроекта, он, к счастью, не был принят, где-то у них лежит, запылился, заключался в том, чтобы независимо от этнической принадлежности русский язык, чтобы стал родным языком для всех граждан Российской Федерации. Далее. Государственная Дума и Совет Федерации Федерального собрания в сентябре 2017 года синхронно приняли заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках. В чем смысл заявления? Украина приняла закон, в соответствии с которым с 2020 года образование в старших классах переводится на украинский язык. При этом никакому сомнению не подвергается, что русский язык, там еще поляки и другие, как предмет будут изучаться, как до сих пор изучалось. Второе. Никакому сомнению не подвергался тот факт, что на Украине есть национальные школы, и начальное образование, украиноязычные, русскоязычные, там, на польском и так далее существуют, и они сохраняются. Так вот, в этой ситуации депутаты нашей Совета Федерации, Государственной Думы дали оценку этноцид русских на Украине. Мы говорим, если это этноцид, тогда вы все, наверное, или не все, если многие помнят, знают, что начальное образование в Кабардино-Балкарской республике, которое частично функционировало в 90-х годах, свернули, и где-то с 98-99 года у нас нету начального образования на кабардинском и балкарском языках. А теперь черед дошел до изучения этих языков как предмет. Между прочим, есть атлас исчезающих языков мира. Ну, там классификация очень большая, сложная, но ЮНЕСКО составляет. В 2010 году вот этот атлас включили кабардино-черкесский язык и болгарский язык как исчезающие. Это же о чем говорит? Это говорит о том, что надо не принимать законы, которые способствуют уничтожению языков, а надо принимать законы, которые направлены на поддержку и восстановление утраченного. Я хотел бы обратиться и к проблеме функционирования и насколько вот эти все конституционные нормы выполняются в Кабардино-Балкарской республике.
Я уже говорил о начальном образовании. В 2014 году наш парламент принял республиканский закон об образовании. И несмотря на многочисленные протесты, там 1000 человек обращались с заявлениями, на парламентские слушания везде говорили, но ни парламент, ни глава республики не прислушался, и обязательность изучения кабардинского либо болгарского языков, как государственного языка республики, исключили. То есть мы еще тогда пошли навстречу тем веяниям, которые сегодня в Государственной Думе принимают. Есть еще много вещей, которые характеризуют отношение наших властей к кабардинскому, болгарскому языкам. У болгарцев есть такая очень емкая поговорка. Ведь если ты хочешь узнать, чем наполнен мировой океан, достаточно зачерпнуть один глоток и попробовать. Так вот, я несколько таких глотков я вам продемонстрирую. Обращаются жители села с заявлением на имя главы республики на кабардинском языке. Это позапрошлом году было. Приняли заявление, звонят вслед и говорят: вы, пожалуйста, придите, заберите это заявление, оно написано языком, который мы не знаем. Некому и нету специалистов в администрации главы республики, чтобы по-кабардински прочитали и дали ответ. И это при том, что наш закон республиканский обязывает все органы власти не только принимать, но и давать ответы на том языке, на котором обратились. Далее, у меня такое впечатление, что все наши чиновники, некоторые депутаты соревнуются, кто бы побольнее ударил, высказался против родных языков с тем, чтобы получить какие-то бонусы. Это не пустые слова. И я приведу. Вот Дадов, будучи председателем комитета, на парламентских слушаниях нам прямо как вы сказки рассказываете про языки, когда говорим об обязательности изучения. Он впоследствии стал министром, первым замом председателя правительства, сейчас возглавляет целый район. Пазова, руководитель ЗАГСа, публично объявляет, что мы издаем вот эти свидетельства о рождении, о смерти и так далее, документы на 3 языках там. Бланки, когда мы изготавливаем, очень много, дорого нам обходится, поэтому мы решили кабардинские и болгарские языки убрать. И об этом в Кабардино-Балкарской правде печатают. Председатель парламента Кабардино-Балкарской республики, отвечая на вопрос корреспондента, почему в парламенте не работает на 3 языках, говорит 2 причины. Первое. Кабардинские и болгарские языки, они функциональные возможности такие, что не позволяют нам на этих языках писать законы и постановления. То есть, она, не будучи носителем языка, прямо говорит, что эти языки неполноценны. Ну, по болгарскому языку я не знаю, по-кабардински, не будучи филологом, я могу сесть написать им любой закон. Что касается болгарского языка, а что тюркоязычные народы, государства пишут на русском языке закон. Турции, там, среднеазиатские и так далее. Далее, вторая причина названа, что это вызовет дополнительные расходы бюджета. Ну, извините, есть республиканские и федеральные законы, в которых сказано, что языки народов Российской Федерации и языки, кабардинские и болгарские языки, подлежат государственной защите, социальной, юридической, экономической. И в этом законе прямо написано, все, что связано с функционированием государственных языков, в том числе кабардинского и болгарского языка, подлежат финансированию в первоочередном порядке, как защищенные статьи бюджета. Вот вам ответ. Поэтому наши государственные языки, они стоят на пороге парламента, их внутрь туда не пускают. Значит, публикации в газетах. Посмотрите публикацию 6 июня в Кабардино-Балкарской правде, называется «О факторах, титулах и языках». Мы об этом много раз говорили в 2013 году. Это целый манифест,
против кабардинского и болгарского языков. Почему? Это же газета парламента и правительства Кабардино-Балкарской республики. Далее, 12 апреля 2014 года публикация, тоже в Кабардино-Балкарской правде, когда шла дискуссия по языкам, называется «Радикальными насильственными методами добиться желаемого невозможно». То есть, если будем исполнять Конституцию, если будем исполнять республиканский федеральный закон о языках народов Российской Федерации, оказывается, это радикальные насильственные действия. Что за постановка вопроса? Далее, я еще один пример приведу. Международная Черкесская ассоциация обратилась к руководству республики, это когда 450-летие добровольное вхождение в состав России. Давайте мы обозначим наши улицы на кабардинском, болгарском языках. Отвечают, после того, как там переписка туда-сюда шла, что на это уйдет где-то 150 тысяч, это в 2008 году, по-моему. По 150 тысяч рублей по каждому району, таких денег в бюджете сегодня не предусмотрено. Мы в 2009 или 2008 году к этому вопросу вернемся. До сих пор ищут и никто не нашел. Разве это не характеризует отношение к... еще один чиновник очень высокого уровня, который курирует целую отрасль. Это нам говорят люди, которые им подчинены. Только не выдавайте нас, кто это сказал. Во всяком случае, я этому верю. Говорит, вот это говорится на официальных совещаниях. Если хотите быть адыгами, идите к себе домой, и там будьте адыгами. Заканчиваю. Добавленный регламент. Сейчас, буквально. Использовать. Буквально. В соответствии с республиканским законом о языках народов, республика должна иметь консультативный экспертный совет. И такой экспертный совет создали распоряжением правительства КБР номер 584-РП от 21 октября 2013 года. Кто туда входит? Тут 20 человек. Значит, Кадзоков, потом Фриев стал, Семенов, министр образования, Улаков, Атаев, редактор, Апаева, Петкалеч, Ацканов Руслан, Биканова, институт бизнеса, Печелова, методист Нальчикского горано, Пижоев Борис, Гузеев Жамал, Датов Моев, Джангуразов, институт бизнеса, Кетенчиев, КБГУ, Канакова, Табишев, Тауф, Тимижев, Токмакова Света, Талгуров Зайтун, светлой памяти ему, Хостова, учитель Нарткалы. И, наверное, кто-то тут присутствует. Вот этот экспертно-консультативный совет, который призван защищать наши языки, ни разу не собрался, ничего не обсудил и вообще не работает. В каком году это? Более того, когда мы спорили по законопроекту об образовании Кабардино-Балкарской республики, нам официально ответили, что вот этот законопроект спорный, он на этом консультативном совете был обсужден и одобрен. Я не поленился, пошел по членам совета, и все сказали, ничего такого не было. То есть дошли до того, что манипулируют этим советом для того, чтобы эти языки уничтожить. Буквально несколько слов. Я в порядке информации, Феликс Ахмедович, в связи с этой ситуацией, что было сделано? Общественные организации, адыгские общественные движения, в связи с тем, что вот этот законопроект был внесен в Государственную Думу, обратились к Путину, Матвиенко, Володину и Медведеву. Текст очень большой, я не буду рассказывать. Мы дали такую оценку, что это закон этноцида нерусских коренных народов России. Надо этот законопроект снять с дальнейшего рассмотрения и обсуждения. Такое обращение с сопроводительными письмами получили глава республики Коков, председатель парламента Егорова. Все представители Кабардино-Балкарской республики в Государственной Думе — это Шхагошев, Гекиев, Марьяш и Пифов.
представителей нашей республики в Совете Федерации Коноков и Ульбашев. Мы всем вручили. На сегодняшний день ситуация такая. 19 числа июня Государственная Дума в первом чтении вот этот, скажем так, позорный, преступный законопроект приняли в первом чтении. Значит, все наши депутаты проголосовали за. Единственное, отозвался Шавошев, он звонил по телефону, со мной связывался, с другими, кто это организовывал. Ну, у него своя позиция, какой-то диалог состоялся, приехать повстречаться с нами обещал ко второму чтению, чтобы добиться чего-то. Но наша позиция, она неизменная, поскольку концептуальное положение этого законопроекта заключается в том, чтобы закрепить на законодательном уровне добровольность изучения государственных языков республик в составе России. Он противоречит Конституции, и он не может быть предметом компромисса, дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Его надо снять с обсуждения и рассмотрения. Все, точка. Другого быть не должно. Значит, нам ответил парламент. К чести парламента они аккуратно отвечают, но другое дело содержание этого ответа. К сожалению, наш парламент тоже поддержал. Единственный субъект Российской Федерации, который выступил против и до конца, это Республика Татарстан. Поэтому, что мы предлагаем? Мы раздали проект. Значит, первое. Обратиться еще раз. Дело в том, что за первым чтением следует второе чтение в Государственной Думе. После этого закон попадет в Совет Федерации. Совет Федерации, если одобрит, он попадет к президенту на подпись. Мы исходим из того, что на каждой стадии рассмотрения этого позорного законопроекта мы должны выражать свое мнение, свое несогласие. Вот на этапе обсуждения во втором чтении мы предлагаем обратиться к главе нашей республики, к нашему парламенту, с тем, чтобы они публично, не в кулуарах где-нибудь, а публично выступили и сказали: мы категорически против этого закона. Мы обращаемся повторно к Путину, к Матвиенко и Володину. Это те должностные лица, через которые должно пройти принятие закона в других стадиях. Мы повторно к ним обращаемся и говорим: ради Бога, не делайте этого, снимите с обсуждения. Мы обращаемся к Конокову, Ульбашеву, членам Совета Федерации, и 4 депутатам Государственной Думы, чтобы они, во-первых, проголосовали против, во-вторых, встали и во всеуслышание сказали: мы против такого закона, потому что мои избиратели против. Это удушение наших родных народов. Вот такой проект мы предлагаем сегодня принять. И в заключение. Вот ссылается все время на Путина, он сказал, и депутаты. Значит, я хочу обратить ваше внимание. Все комментарии, все, что связано с этим законопроектом, ну, я имею в виду сторонников, во-первых, ссылается: Путин сказал, и все. Второе. Ни одного аргументированного обоснования ни с точки зрения права, ни с точки зрения возможных последствий нигде вы не увидите, потому что невозможно этого сделать. Говорят, что обращение многочисленное русского населения, проживающих в субъектах Российской Федерации и республиках, которые не хотят своих детей обучать. Все, другого довода нету. Ну, это я уже сказал, мнение Конституционного суда тут уже есть, но кроме этого, слушайте, а что, если в Кабардино-Балкарской республике проживает 70%, это примерно кабардинцы и балкарцы, они будут себя чувствовать ущемленными, что русским будет от этого хорошо? Или разве плохо, если русские ребята будут хотя бы на разговорном уровне будут кабардинский, балкарский знать, кабардинские ребята будут владеть болгарским, а болгарские, в свою очередь, разве это плохо? Мы считаем, наоборот, это бы цементировало общество, консолидировало бы. И другого я не знаю. И в заключение, вот ссылаясь на Путина, я, значит, одну цитату зачитаю. Он это сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям и по русскому языку 19 мая 2015 года. Читаю. «Россия может оставаться великим государством,
Если каждый народ и каждый, даже небольшой этнос, будет чувствовать себя в России как в собственном доме, и те недалекие, просто глупые и тупые люди, которые нарушают этот принцип, полагая, что они действуют в интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый ущерб. Владимир Путин. Вот вам вопрос. Спасибо за внимание. Эта проблема началась, конечно, не сегодня. Еще в 2009 году на юбилее журнала «Дружбы народов» мы услышали о том, что все северокавказские языки признаны классификацией ЮНЕСКО вымирающими или исчезающими. И вот по приезду из Москвы в Нальчик я, конечно, не осталась равнодушна от этой неприятной этой установки. И мы от института написали письмо, тогда был главой Коноков, были парламентские слушания в результате, но, кстати, очень хорошие, но в результате парламентских слушаний никаких решительных действий, в общем-то, не последовало. Надо сказать, что вот эта крайняя деградация родных языков, особенно в городе, она, конечно, не произошла на пустом месте, она была обусловлена целым комплексом планомерной языковой политики, которая ведется очень давно. Но я очень давно далеко не буду заглядывать, а скажу те факты, которые лежат на поверхности и которые, в общем-то, привели к тому положению, в котором мы сейчас оказались. Ну, вот, например, количество мест в вузах совсем недавно, еще лет 15-20 назад, по предмету родной язык, литература, кабардинский, балкарский, на очное отделение было 25 человек, на заочное 50. А вот сейчас уже нельзя набрать 10-15 человек на очное место. Заочно, поправьте меня, представители вузов, на заочно уже просто никого не набирают. Вот Лера Ахметовна кивает головой. Почему? Потому что планомерно сокращается финансирование на обучение учителей родных языков. Как готовят сейчас учителей-предметников? Вот я выдержку из статьи, которую нам прислали из Татарстана, зачитаю. Даже в республиках, национальных республиках прекращена подготовка билингвальных учителей-предметников, владеющих родными языками. В регионах Российской Федерации также прекращена подготовка учителей родных языков и воспитателей для детских садов. В результате детские сады работают исключительно на русском. Теперь мы понимаем, да, на каком этапе мы теряем носителей языков. На самом первоначальном, базовом, когда формируются самые основные базовые рефлексы ребенка, начиная с 3 до 6 лет. Все наши детские сады функционируют только на одном языке, на русском. Теперь следует обратить внимание еще на очень такую ключевую позицию, которая меня лично не оставляет равнодушной. Вот происходит защиты, у нас есть советы, лингвистический совет, на котором происходят защиты диссертаций по кабардинскому и балкарскому языков. Вот. И вот представьте себе, ни одной защиты на родном языке в отношении проблем, которые поставлены в рамках любой диссертации, они не обсуждались. Только на русском происходят защиты. Учебники. То, что, казалось бы, является основой для обучения наших детей. Еще совсем недавно, тоже лет 15 назад, их выходило 6-8 тысяч. Причем выходили они, печатались они не только в расчете на Кабардино-Балкарскую республику, но и на Карачаево-Черкесию, где, например, вот было смежным обучение по однозначно такому же черкесскому языку. Теперь, что касается газет, Адыгабсахи. Да, я располагаю кабардинскими сведениями, думаю, балкарские те же самые проблемы. Адыгабсахи, совсем недавно это было 5000 экземпляров. Сейчас
относительно недавно это было уже 3000 экземпляров, сейчас меньше 3. И если они раньше выходили 5 раз в неделю, сейчас выходит только 3 раза в неделю. Журнал «Ошхамахон» было 3000 экземпляров, сейчас 2. Книги совсем недавно мы печатали 1000 экземпляров, еще 2 года назад 500 экземпляров, а сейчас мне уже сказали, что это 300 экземпляров. То есть это абсолютно ничего для потребностей жителей нашей республики. Театры не функционируют, да, или функционируют очень слабо, их не посещает, самое главное, наша молодежь остается пассивной, она остается вне национальной культуры. Кино, мы уже не говорим, вот я была очень рада, когда мне мой коллега сказал, что продублировали вот, значит, Мела Гибсона знаменитый фильм «Храброе сердце» на кабардинский язык. Вот, пожалуй, наши скромные заслуги. Литературный язык – это знаковый, конечно, критерий, который определяет динамику будущего развития любого национального языка. Вот, например, в 2014 году у нас была такая грустная статистика. Не было ни одного прозаика, который бы писал на кабардинском языке. И самым молодым поэтом оказался 40-летний Ладмир Пшуков. В результате в 2013 году, вот Муаед это уже озвучивал, мы предприняли, вот когда принимался закон об образовании, закон о языках, мы предприняли все возможности для того, чтобы реформировать обучение родным языкам. Было принято примерно около 80 поправок, то есть внесено около 80 поправок. Мы написали письма всем, начиная там от нашего главы, нашего департамента, парламента, министерства, заканчивая Путиным, Медведевым и Фортовым. Но, тем не менее, ничего не сдвинулось с мертвой точки. В результате мы собрали более 3500 подписчиков для того, чтобы реформировать языки. Это была, так сказать, инициатива снизу. Ну, сделали вид, что нас выслушали, но ничего опять-таки не было учтено. И вот теперь, значит, законопроект, который спускается, который вот так подробно осветил Муаед Чеченов, я не буду на нем останавливаться, все проблемы, в общем-то, очерчены. Но нам показалось, что этот законопроект абсолютно деструктивный, который призван, кажется, просто похоронить национальные языки, он был, как нам показалось, в общем-то, абсолютно не на пустом месте возник, не мотивированный законопроект. Потом выяснилось, что поводом послужили письма из Татарстана, которые гневные родители написали, вот там Муаед сказал, что одно письмо, там была целая серия писем. И вот если абстрагироваться, давайте посмотрим, что сказали бы представители власти, если бы написали письма из Татарстана с таким примерно содержанием. Давайте мы отменим в 10 и 11 классах литературу и русский язык, только потому, что наши дети идут там, допустим, на программирование, на технические какие-то дисциплины. Естественно, такое обращение бы вызвало большое недоумение, сказали бы, что родители абсолютно неадекватны. Министр культуры Мединский в 2014 году написал о том, что необходимо менять соотношение в пользу русского преподавания родных языков, потому что русский якобы страшно ущемлен, и вот уменьшение часов в отношении родных языков исправит ситуацию. В этом же году, в 2014-м, Гаджимет Сафаралиев, парламентарий, тоже написал сходную статью, в которой он обозначил, значит, что нерусские дети должны выбирать, могут выбирать русский как родной. Статья и называется «Русский как родной». В 2017 году Валерий Александрович Тишков, бывший министр по межнациональным отношениям, директор Института этнологии и антропологии, который, казалось бы, призван защищать все этносы
многочисленные этносы Российской Федерации, написал в своей статье «Язык политической нации». Полный переход на русский и забывание этнического языка – это жизненная реальность и результат, как правило, личностного выбора, который следует признавать и не трактовать негативно. Ибо если есть право на сохранение языка, то должно быть право на его забывание и языковой переход. То есть совершенно ясная такая политическая директива, которая была нам спущена через советника Владимира Владимировича Путина. Позже президент, Путин на заседании Совета межнациональных отношений в Йошкар-Оле выступил против принудительного обучения неродным языкам. То есть это все звенья одной цепи. И, наконец, 18 мая Владимир Жириновский на заседании молодежного парламента на вопрос Ильдара Суфиярова, представителя Татарстана, сказал о том, что родные языки должны преподаваться только на добровольной основе и что насильно мирным путем. Теперь говоря о той фикции, которую нам пытаются преподнести в отношении билингвизма, который мешает развитию русского языка. Например, в Татарстане в 2017 году средний балл выпускников 11 классов равен 72,5 балла, что ниже среднего балла московских выпускников, у них балл 72,6. Значит, у Татарстана 72,5, а у москвичей 72,6. И выше результатов выпускников Санкт-Петербурга, занимающих третье место. У них 71,09 балла. Значит, Татарстан, дети Татарстана, которые билингвы, они на втором месте после москвичей. Следовательно, билингвизм нисколько не мешает. Значит, если обратиться к иным опытам, например, в Англии, в Ирландии сейчас преподают изучение, и английского, и ирландского языков в ряде школ, не везде. Но эти экспериментальное билингвальное обучение, оно очень показательно, потому что если дети получают полноценное обучение на двух языках, они с большей вероятностью попадают в такие престижные вузы, как Оксфорд, Гарвард и прочее. Это уже известная статистика на Западе. В Финляндии обучение проводится на финском и шведском языках, причем в полноценном объеме, не так, как у нас. Кроме двух обязательных языков, которые изучаются в Финляндии, обязательными являются два иностранных языка. Таким образом, получается 4 языка, и финское образование является одним из лучших в системе образования мирового, одним из лучших. И, наконец, я хотела вам сказать, что наиболее обучаемые, способные люди – это билингвы. Более того, они, имеют гораздо более конкурентные способности, чем остальные монолингвы, допустим. И наоборот, радикалы и люди с неустойчивой психикой – это люди со стертой идентичностью. Есть тому подтверждение, но они в основном на Западе. И, наконец, я хотела вам сказать неутешительное известие, которое я получила только перед выходом. Ко мне позвонил один из представителей национальных лидеров Татарстана и сказал, что в Минобразовании сформирован законопроект, согласно которому будут теперь в школах изучать дети только 1 час свой родной язык. И он попросил, чтобы я довела это до широкой общественности и главным образом до представителей Минобразования, потому что до 2 июля им нужно написать ответный законопроект, насколько они согласны или не согласны. И внутри этого документа, к сожалению, заложена еще одна провокационная какая-то
идея. Дело в том, что там речь идет о преимущественном образовании в отношении православия, буддизма, и нет никакого упоминания об исламе. Мадина Андреевна сказала об актуальности многоязычия, а мы про многоязычие вообще молчим. Весь мир занимается многоязычием. Наряду с английским, финским, шведским языком они изучают другие и родные, и неродные языки. И это считается нормой. А мы почему-то о многоязычии вообще ничего не говорим. А мы почему-то родной язык считаем самым лишним. Здесь присутствуют педагоги. А не связаны ли ограничения, которые идут в образовании, разрушение образования, смею так сказать, связано с этим тоже родным языком? Это не звенья одной цепи. Выступите, пожалуйста, скажите свое мнение. Проблема обозначена, она очень насущная проблема. Вот моя Чечена, спасибо ему, все досконально рассказал. Я думаю, каждый будет выходить и повторять это, смысла нету. Надо бить во все колокола и продолжать изучать родные языки. Все, я кратко. Спасибо. Сообщение короткого хочу начать своего выступления. В эти дни в адрес нашего форума, нашего собрания мы получили огромное количество обращений от наших соотечественников по всему миру. Эти обращения направлены именно вот этому собранию. Они говорят, вот это небольшая только часть, они говорят, мы, российские соотечественники, мы считаем, что мы имеем право высказать свою позицию, мы абсолютно с этим не согласны, мы протестуем и просят нас сделать все, чтобы мы пошли до конца, чтобы мы отстояли наше право обучаться родным языкам, чтобы мы отстояли свою государственность. Мы уже говорили о том, что такое Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария – это форма самоопределения кабардинского и балкарского народа. И она создана именно для того, чтобы решать эти проблемы. Ровно когда она отказывается решать эти проблемы, она уже не нужна. И правы и Жириновский, и же с ним, которые говорят, что зачем нужны эти государственные образования. Я хочу напомнить тот небольшой опыт решения на государственном уровне этих проблем, который у нас был в 90-е годы. В 90-е годы 70% школ, в 70% школ, в сельских школах обучение было переведено на кабардинский и балкарский языки. Наши языки стали государственными. Многие говорят, что это последний рубеж. Я абсолютно с этим согласен. Мы и никакого пафоса, никакого преувеличения я не вижу, когда говорят, что над нашими культурами нависла смертельная угроза, смертельная опасность. Я в этом никакого преувеличения не вижу. Это на самом деле так. И мы этот рубеж последний, мы ни в коем случае не должны сдавать. И есть идеологи этого дела, разные Тишковы, Никонов. Понимаете? Я уверен, что они как раз и мечтают, что неплохо было бы, если появились какие-то группы, которые будут призывать к каким-то крайним методам. Я считаю, что это очень сложно. Я общаюсь с молодыми людьми, которых это очень волнует, они говорят, когда им говоришь, что мы должны пытаться решать эти проблемы цивилизованными методами, законами, они говорят, слушай, ты о чем говоришь? Они же немного циники, они продвинутые, они образованные, знают языки. Они говорят, вы же сами говорите, что это попирает Российскую Конституцию, нашу Конституцию. Каким образом мы должны это решать правовыми методами? Понимаете, в этом есть логика. Но несмотря ни на что,
мы должны пытаться оставаться в правовом поле. Есть, несмотря на эти сложности, я не хочу подробно об этом говорить, есть методы. Мы, вот смотрите, за это короткое время мы привлекли минимум ресурсов, которые мы могли бы привлечь, да, если сравнить и человеческих, и других. Мы очень многого добились. Мы эту проблему поставили перед ними. Мы заставили их принять эту проблему, понимаете? Мы очень многого добились. И поэтому мы должны оставаться в правом поле. Вот те ресурсы, которые у нас еще есть, мы должны все это мобилизовать и дальше работать. И последнее. Вот я, понимаете, неожиданно, вот я сегодня утром поймал себя на мысли, что опять начал декламировать стихи Расула Гамзатова. Помните «Родной язык»? В 70-е годы, да, я поймал себя, вот, понимаете, это тоже. Да вот давайте сделаем вот эти слова Расула Гамзатова, и если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Кого-то исцеляет от болезни другой язык, но мне на нем не петь. Давайте сделаем его девизом нашего движения. Вот скажите мне, пожалуйста, сегодня присутствуют здесь представители Международной Черкесской ассоциации и Общественной палаты? Нет. Мы давно привыкли к тому, что главным средством развития мышления человека является математика. И мы этим руководствуемся, и педагогика этим руководствуется. Но последние исследования показывают о том, что самым эффективным средством развития мышления человека является язык. Родной язык. Самым сильным средством. Если мы родной язык не изучаем, то значит мы ущербное мышление имеем. Понимаете, в чем дело? Не надо о высоких материях говорить. У нас в Северокавказской академии управления работает институт структурной методики языка. Руководит Раиса Хацукова. Рая, скажи этим что-нибудь. Закон о добровольном изучении родных языков. Допустим, этот законопроект получил силу жизни. Что получается? Ребенка на законном основании подводят к мысли, что можно перешагнуть через самое святое, через свой родной язык. Если говорить открыто, мы на законном основании будем воспитывать предателей. Тот, кто перешагнул через свой родной язык, перешагнет и через русский, перешагнет через такое понятие, как Родина, через все общечеловеческие ценности, на котором строится жизнь. Это законопроект, который наносит удар не только малым народам, законопроект, который наносит удар всему российскому обществу. И остается только удивляться, как можно было на таком высоком уровне вообще выносить обсуждение подобного вопроса. Дальше, если учесть, что это еще и прямое нарушение Конституции, то я считаю, что мы должны открыто выразить недоверие авторам законопроекта о добровольном изучении родных языков, а депутатов от нашей республики, которые проголосовали за него, попросить прекратить свою деятельность досрочно. Теперь, независимо от принятия или неприятия законопроекта, что мы можем сделать для сохранения и развития родных языков? Хочу сказать относительно кабардино-черкесского языка следующее.
На нынешнем этапе ответственность за сохранение нашего языка в одинаковой мере несут, на мой взгляд, и адыги, проживающие в России, и адыгская диаспора за рубежом. В местах проживания и мы, и они составляют меньшинство. Это главная трудность, и она у нас одинаковая. Мы в равной мере хотим остаться адыгами, сохранить свою национальную идентичность, значит, и решать эту проблему мы должны вместе. Из этой мысли вытекает логичность создания Международной адыгской академии, деятельность которой была бы направлена на развитие нашего языка и культуры. Сейчас распространено мнение, что родной язык сохранится благодаря сельским поселениям. Уже как бы смирились с тем, что в городах, особенно в Нальчике, родные языки вытеснены. Хочу вам сказать, что родной язык вытесняется и в сельских поселениях тоже. Присмотритесь, прислушайтесь к детям до 10-11 лет. Среди них много таких, которые говорят на чистейшем русском языке в сельских поселениях. Родители как бы недовольны таким положением, но на самом деле это им нравится. Они считают, что незнание родного и хорошее знание русского, тут еще вопрос стоит, хорошие ли, если учитывать, откуда у них этот русский. Что это поднимает их детей на голову выше других. Это тоже свидетельствует о том, что у нас очень низкий уровень национального самосознания, над чем надо работать. Откуда тогда у нас русскоговорящие дети? Из сказок. Если ребенок с пеленок слышит сказки на русском языке, то его первым словом, также и последующие слова, становятся русскими. Ребенок говорит на том языке, который он слышит круглые сутки. Вот заменить бы эти сказки нашими, с нашей тематикой, с нашим пониманием жизни. Тогда наши дети не только говорили бы на родном языке, но и национальное самосознание, о котором я говорила, она была бы намного выше, потому что все закладывается в детстве. Детские книги, словари разных жанров, стипендии особо одаренным обучающимся общеобразовательных школ, студентам национального факультета, создание центров для обучения родному языку, желающих независимо от возраста и многие другие важные проблемы, требующие решения незамедлительного. Если правда, что мы хотим сохраниться как народ, могла бы решать Международная адыгская академия. Еще один важный момент. Нужны рычаги воздействия на руководителей общеобразовательных учреждений, чтобы школьный компонент выделяли не на русский язык и математику, а на родной язык и литературу. Я очень надеюсь, что в этом зале присутствуют люди, которые хотят поддержать идею создания Международной адыгской академии и предложат свои идеи, свою помощь, свои советы. У меня все. Даже не знаешь, как начать и коротко сказать самое основное. Наверное, было у страны ощущение, когда внезапно в 4 часа утра тихо, мирно спящему народу объявили войну, внезапно враг напал. Вот такое у меня ощущение. Я так растерялся, когда вот этот закон. Я думаю, в нормальных странах, в демократических странах сейчас юристы подготовили в суд всю документацию на Государственную Думу о том, что Дума нарушает Конституцию страны. Я, во-первых, очень благодарен, вот здесь мой Чеченов, Мадина Хакуашева, Валера Хатужукин, естественно, во главе с Тамудой. Я просто восхищен этими людьми, как они борются за свой язык, за свою культуру. И вот я бесконечно вам благодарен. Они не спят просто.
Вот как мы все так должны быть. И когда неделю тому назад они организовали телемост с Татарстаном, и меня тоже пригласили, я говорю, ну, частное лицо. Нет, частное лицо, пишут, что все они представляют как бы народ. И мне Чечен позвонил, Валера, иду к ним навстречу с молодыми людьми, которые только заступают в жизнь. Куда идешь? Куда идете, дядя Абдулла? Да вот так пригласили, там языки, все такое, говорю. И один из них, не могу все время, не уходит из головы. Вот буквально. А за что тогда защищать Родину? Молодые люди. Тогда, а за что, если языки, если... А язык это основа основ. Если языка не будет, ни традиции, ни обычаи, ни салам алейкум. Тем более, вот здесь сказали вроде мусульман, Мадина сказала, там мусульман, религии мусульманской нет. После языков и за этого тоже возьмутся. Скажут, давайте одну религию или вообще. Все, с годами все больше и больше я начал задумываться и тосковать по советской власти. Тогда мы были защищены, народы были защищены, никто ни на кого косо не смотрел, языки были защищены, можно было пойти на кого-то пожаловаться, можно было получить ответ, и можно на завтрашний день был спокоен, что ты не пропадешь. А здесь кому пойдешь пожаловаться, когда сам Эфенди нас схватил за уши, за ноги? Поэтому давайте, вопрос очень серьезный. И что я хочу сказать. Вот мы, от нас тоже много зависит. Мы же молчали, когда, сейчас кафедра какая? Кабардинского языка и балкарского языка. А было, вот, когда мы учились, кафедра русско-балкарская кафедра, русско-кабардинская кафедра. И все 90%, ну я точно не знаю, но приблизительно, исходя из балкарских кадров, они выпускники, вот старшее наше поколение, да, перед нами, выпускники этих отделений. В основном специалисты в области культуры там, и так далее, воспитания, образования. Это вот эти выпускники этих кафедр. А сейчас сколько там? И убрали русский язык, а на кабардинский и балкарский чихать не хотят уже. По-моему, из-за кафедры так. Как бесплатное приложение, как факультатив вот кафедры. Вот так. Я думаю, мы сегодня вообще должны, даже, по-моему, насчет защиты русского языка есть организация такая, защита русского языка общественного. В один прекрасный момент, какие бы наши трения, эти отдельные общественные организации, чтобы ни было, в один прекрасный момент все забудем эти трения. И мы прижмемся друг к другу. Мы нужны будем друг другу. И без друга никогда не обойдемся. Поэтому я считаю, в защиту родных языков, кабардинский, балкарский языки, все школы, все учителя, все институтовские, союзовские, писательские дела, все должны создать общереспубликанскую общественную организацию в защиту родных языков, независимо от того, какое будет решение, вот этих, примут, не примут этот закон. Надо создать общественную организацию в защиту родных языков, и тогда бы мы бы не проморгали, и кафедры не проморгали бы, и не раз в 5 лет, там, в 2013 году мы собрались, да, не раз в 5 лет по инициативе уважаемого Хараева собираться здесь. А будем каждый год в нужный момент, хотя бы год-два раза собираться, решать проблемы, хоть один раз. Эта общественная организация такая должна быть создана. Мы, и научные работники, и писатели, если даже нас вопрос застанет в 3 часа ночи, когда мы спим и скажут, как ты относишься к родным языкам, все такое, мы должны быть всегда готовы сказать. Вот так. И не обязательно специально готовиться. Всегда все, и где Гузеев, где научные эти. Таких вопросов. Это смысл, это наша жизнь. Мы всегда будем вместе, всегда будем защищать друг друга. Я призываю быть всегда вместе, делать проблемы, решать вместе. Свой язык кабардинский, свой язык балкарский, если мы не сохраним,
то мы не люди, не мужчины, если мы не сохраним. Если не сохраним язык, если не будет языка, не будет и нации. Адигабза умысуштма у адигабам. Башарабза умысуштум у башарабам. Я так думаю. Честное мое слово. Если не знаешь языка, кто? Но я хочу два слова сказать о репрессиях. В 30-х годах, вот Абдуллах сейчас советскую власть очень хвалил, а я советскую власть ненавижу. Почему? Потому что советская власть в начальной своей стадии уничтожила всю интеллигенцию Кабардино-Балкарии. Всю. Знатных людей уничтожил. Образованных людей уничтожил. Тех, которые хотели обучить людей грамоте. Грамоте, кабардинской грамоте, балкарской грамоте. Все они были уничтожены. Около 3000 человек лично калмыков по его инициативе было уничтожено. Об этом мы здесь провели трибунал в течение 6 месяцев. А сейчас происходит еще хуже. Сейчас у нас хотят отнять наш язык. Как так? Как так? Когда мы восстановились немножко, когда мы стали выпускать книги, когда у нас появился писатели, поэты, когда у нас все это есть, если языка не будет, у нас не будет ни поэтов, у нас не будет ни писателей, у нас не будет языка. Кабардинцы прекратят разговаривать на собственном языке. Кабардинцы, мы говорим, анетальхубза. Это что значит? Язык, который рожден от матери. Анетальхубза. Рожден от матери язык наш. С материнским языком мы этот язык взяли в себя. И нас, если мы, грош нам цена, если мы отступим и прекратим сопротивляться, мы должны победить их, победить тех, которые издают такие глупые, идиотские законы. И еще, буквально вчера из Соединенных Штатов Америки приехал мой друг. Честное слово, из Америки. Я в Америке много бывал. Даже в Америке есть школы кабардинского языка. Их 10 тысяч человек. 10 тысяч человек. В штате Нью-Джерси. Мамдух, может, 2-3 слова. Псахет чужбен, мамдух. Вукакумде. Хочу, чтобы он 2-3 слова сказал на своем родном кабардинском языке. Он знает этот язык. Да. Вы знаете, что только этот человек не пережил, где только он не жил, чем только не занимался, и в конце концов оказался в Соединенных Штатах и там живет. Задугу. Мы, говорит, в Хаса объединении изучаем свой родной язык. Нам это очень сложно, потому что это не наша территория, надо и работать, и так далее, все сочетать. Но мы упорно и успешно изучаем свой родной язык. Я Уатке. Так мне зараджену так сихуйжа цари зазгашвари, сизау сарсеру зазгашвари. Адрейка меня згашву шестя. А богуяхт. Это она ди университет ми ректор Шевстен Владимир. Дадот. Абишу авас сехват ха хунума сихуйт синагу нашик сишеджо. Так и она фуха шучука زمي مديش يزغجن سكويكا أبو ديش أقول يا زمي تانا شو شاسم يتحمل دري يزغجوا أو
شو بشجع ستها 600 زريزة جام زريزة جاء تلميذ. Я изучал, говорит, не только я изучал, но я и помогал другим изучать свой родной язык. А затем, говорит, я хотел увеличить свое образование, обратился к Тластанову. Вот, вел переговоры, обращания через других лиц. Но так случилось, что он или забыл, а до него Шара. أنت سبت شعب زرزغ Хужаха. أنت ربنا هو زامي أخبارات عراتي أنت عقد غويح وأدقى عقد يزو شيء غويح شيء بدي أمشو عقد شيء وأدقى لما زرجع عقد دي قشم دي ونام قيش أدقى جاتي ونام سقاقواس يجي أما زي قوف شر يجيني مبدئي وش ما أدقى يشوفني ما أنا القوافة يجوا. Да, он здорово сказал. Да. Он говорит, если так трудно, говорит, быть адыгом, если уж теперь в свой дом прийти и здесь этой адыгости не научиться, то как вообще жить? Думай тогда. ملوان دابشة تركب شبودا دونيم شبودا دابشة ملوان نيل وديز أديابزا زش أجر على حميز ملوان قرش مدي مراش بسناش مراس قيجاب مديش قشيجابا شيجابا جاي جري قيجابا مري قزغاخون مرا عوام ديش ما يشوف جارش يجي مرا كودو تلاقى شيء بسوريا على فما قرار شيء أكثر من بيجي أوبشن مراز الشبوغ مركز فرق. Он говорит, что где бы ни жили адыги, но мать Родина – это вот Кабардино-Балкария. Если здесь языка не будет, то все пропало. Сори, вода. Да. Да, я сбору на вашу жизнь. بزاف سيتش حاجه عقد بزاف شيء كويس سيتش حاجه بسوري ورس بدا جاب ساعه ما توش يجيب سوري زراعه مخونو بقرا هو يجي شوف غاخد دنيا بسوري زف هزاعه باكي سوادو عرفتش عار زي شوفوش متوني بار عار سوم كومندو فتصور أنا صدق Ну, говорят, а зачем все другие языки, да все другие народы? Можешь одним народом стать, мол, так говорят. А вы представляете то, чтобы вообще все были одним народом и все были черные? Вы это представляете? Фача Ага, так. Они будут черные не по коже, они будут черные, они темные будут по душе своей. И тана бза замтам жугаши ам. Абы дуния бсича замтам жугаши варат. Ла дуния зай хаджа, او зай хаджа انت замтам жугаши варат. Арас важно дуния зишур арас زمفاو كرا زمفاو جوارا همهما زاقو شتما تحمت غير رجل فين تاع زاقو سو المشروع الدنيا كيف زاقو فاش المشروع عار خون زغور عار زغوزين شاو. Смысл жизни достигается разными точками зрения, он говорит. Это вообще из области принятия решений, которые я читаю. Вот он это знает. На фашачке я психо, на хлебачке двоита. И если языков не будет, то и разных точек зрения не будет. Тогда и смысла не добьемся, и цели не достигнем. А по ходу чахоты все чахфину жава, а где и все мистики, рази чашу, а вверху манте вара, а ты
зехача гупсисача держава, покала, завуныла, цифула, подышка я. Ар сори, ар подгурман коиш, и тихуман коиш. Язык объединяет все человеческие чувства. И бережливость, и любовь, и отношения, и все остальное. Он настоящий философ. Английский язык. Сожал, дедуа, дегапсен Я знаю этот английский язык, но так как я знаю родной язык, я его не знаю. Арабцы я же. А дегапсен коиш зри. Что это ажау я его. Лежа кодом я забоча. Кодом спустясь. А вот это. Седжа, в смысле, сележаку, севаку араз. Ажагов Игора. Ажагов. Вот Ажагов. Шубору сележа. Всеми сепсовыми сележа. Много он с профессией испытал, он много владеет, он и шофер, и другой, и третий. Я как всегда зарабатывал себе на жизнь. Сицар мамдух, чарафке Мамдух. Грефов, чарафке Мамдух. сашиш. Все, разок. Я, конечно, очень внимательно слушала все, что сегодня говорили выступающие, с очень многим согласна, какими-то моментами не согласна. Попытаюсь я сказать. Ну, я вас хочу попросить, чтобы мы какой-то вот... Мы же ратуем за родные языки, мы все воспитаны в АДГХ. Иногда я слышу тут нотки агрессии, которые меня начинают пугать. Я вас очень прошу меня выслушать. Конечно, я насколько компетентно отвечу на все вопросы. Но я надеюсь на какой-то диалог, когда мы будем слышать друг друга. Я вам, поверьте мне, вот в этих нотках агрессивности я вам скажу, как все в хронологии у нас развивалось в парламенте. Мы получили обращение от парламентариев Республики Татарстан. В этом обращении не было сказано ни о проекте закона. Вот в тот момент проект федерального закона, который внесла часть вот этих вот несколько депутатов, там 10-12 человек, мы еще не получали. Но я, конечно же, заходила, и мы заходили на сайт парламента, на сайт Государственной Думы и понимали, о чем идет речь. В этом обращении наших коллег с Татарстана они писали о том, что нужно сохранять родные языки, нужно делать все для развития и так далее. Мы это обращение поддержали. Поддержали его вот и в целом, и концептуально. Речи о проекте этого федерального закона там не шло. После того, как мы поддержали это обращение, мы получили для обсуждения проект вот этого федерального закона, из-за чего мы сегодня все с вами собрались здесь, где, как вот коллеги мои говорили до меня, где было прописано сделать изучение родных языков добровольным, то есть по желанию родителей, по письменному заявлению, вы могли прийти в школу и сказать, вот я вот кабардинка, балкарка, там, или осетинка, или армянка, но я не хочу изучать родной язык. Эту идею ни комитет, ни руководство парламента мы не поддержали. Сразу сказал и спикер парламента, и комитет, который я возглавляю, мы сказали, что у нас в законе, в нашем республиканском об образовании редакции 2014 года написано, что изучение родных языков обязательно для них носителей. Если я себя считаю этнической кабардинкой или балкаркой, я обязана изучать этот язык. Вот здесь мы с уважаемым коллегой спорили, то есть подискутировали немножко. Он сейчас, вот тут многие ставят проблему вообще обучения на национальных языках. Вот мы получили сейчас проект закона в первом чтении, и Государственная Дума сделала постановление к этому проекту. Если вы не против,
я бы хотела зачитать вам, чтобы это не было голословно. Во-первых, я хочу немножко отзыв наш почитать, зачитать. Вот смотрите, мы здесь услышали многие общественные организации. В общем, я читаю, значит. Как представляется, предлагаемым законопроектом добровольный принцип преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации должен учитывать конституционно-правовой статус государственного языка республики, который в соответствии с законом Российской Федерации о языках народов РФ предусматривает его использование в работе органов госвласти республик наряду с государственным языком Российской Федерации, а также конституционное право граждан на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Возможность реализации соответствующего федерального закона вызвала в республике широкое обсуждение в средствах массовой информации и большой общественный резонанс. Это в нашем официальном отзыве, который мы отправили в Государственную Думу. В органы государственной власти республики поступают заявления национальных общественных организаций, коллективные обращения представителей научного сообщества, творческой интеллигенции, граждан. Учитывая данные отзывы, представляется необходимым при принятии законопроекта исходить из возможности введения преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации, а также права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, предусмотренных законодательством РФ. Специалисты отмечают необходимость недопущения деградации знания кабардино-черкесского и карачаево-балкарского языков, отнесенных ЮНЕСКО к числу вымирающих, которое может привести к утрате национальной литературы, других нематериальных носителей культуры малых народов, исчезновению этих этносов. Конституцией Кабардино-Балкарской республики в качестве государственных языков определены кабардинский, балкарский и русский. В 2014 году при рассмотрении обновленной редакции Республиканского закона об образовании по инициативе общественности на площадке законодательного органа была организована широкая дискуссия и найдено наиболее приемлемое решение, обучающиеся, для которых кабардинский или балкарский язык являются родным, в качестве обязательного учебного предмета по своему выбору изучают кабардинский или балкарский язык. С учетом указанных обстоятельств, исходя из значимости с точки зрения укрепления федерализма, сохранения и защиты интересов образующих Российскую Федерацию народов, их национально-государственного, социального и культурного развития, полагаем законопроект требующим дальнейшей доработки. При этом в целях сохранения достигнутого межнационального согласия и общественно-политической стабильности считаем целесообразным наряду с русским языком предусмотреть в законопроекте обязательное изучение государственных языков республик Российской Федерации лицами, для которых соответствующие государственные языки являются родными. Такой отзыв мы отправили в Государственную Думу. Теперь по хронологии событий. В СМИ появилась информация о том, что кроме Татарстана никто против этого законопроекта не выступил. Знаете как? Вот я вам отзыв зачитала. Единственное, что мы не написали, мы поддерживаем данный законопроект. Мы написали, мы не поддерживаем данный законопроект, мы считаем его в данной редакции. Вот так как мы написали только мы, Карачаево-Черкесская республика после нас, Якутия и Башкирия, по-моему. Вот 4. Все остальные субъекты отмолчались. Конечно, правильно, что мы сегодня собрались, но закон не наш, закон вносится в Государственные Думы. Наше право обратиться туда, ваше право. Мы свой ответ дали. Вот теперь дальше я обещала вам по хронологии, я сегодня читаю постановление. Так, значит, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет, принять в первом чтении. В первом чтении, как правило, ничего не меняется. Значит, установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Госдумы по образованию и науке, 30-дневный срок. Значит, что рекомендуют?
Комитету Госдумы по образованию и науке при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению Госдумы во втором чтении внести в него изменения, имеющие целью обеспечить изучение государственных языков Республик Российской Федерации, запятая, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, закрепить, ну вот здесь я знаю, что вы будете акцентировать на вот этом предложении. Я сейчас до конца прочитаю. Закрепить за обучающимися или родителями несовершеннолетних обучающихся до получения несовершеннолетними обучающимся основного общего образования право выбора в качестве образования родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. То есть русский язык, это все еще проект, это постановление Госдумы, которое она рекомендует, да, вот, и государственных языков Республик Российской Федерации, а также предусмотреть, что федеральные, государственные, образовательные стандарты, в случае необходимости образовательные стандарты должны обеспечивать возможность получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации и так далее идет. Считать целесообразным создание фонда поддержки изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, включая там коренные и малочисленные народы и так далее. Предложить правительству Российской Федерации при подготовке указанного законопроекта к рассмотрению Госдумы во втором чтении представить предложение по учету федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования положения пункта 3, то есть возможности получения образования на родном языке. Второе. Разработать концепцию преподавания родных языков из числа языков народов Российской Федерации. При подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть вопрос о выделении средств из федерального бюджета на поддержку создания учебников по изучению родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Комитет Госдумы по образованию, науке доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении. Ну, это я зачитала специально все для тех, кто вот так интересуется. Мы сейчас получили опять вот это. Мы будем обсуждать. Если вы хотите лично мое мнение, то я считаю, что обязательным изучение родного языка для носителей, обязательным, я считаю. На этом мы будем стоять. Но о том, что образование, хотя вот пишется в этом постановлении, право выбора, вы можете сказать, я хочу получить среднее образование на родном языке. Тут так написано. Я вам вот слово прочитала. Поэтому, конечно, вопрос очень. Сохранение языка, это, я совершенно согласна, это и юридический статус, это закон, это и, я не знаю, это и телевидение, радиовещание, и литература. Но мы такой главный компонент упускаем. Это наше самосознание. Это наше самосознание, понимаете? Никто мне не запретит думать на родном языке, любить его и читать на нем. Немножко, конечно, я понимаю, экономическая ситуация трудная, женщинам приходится работать много, но я уже работая в сфере образования, я вижу, что у нас какие-то появились в наших народах какие-то потребительские какие-то моменты, понимаете? Сегодня здесь высокое собрание, понимаете? Если нет таких людей, вот как сегодня присутствующих, можно вообще так расслабиться и во власти, может быть, или где-то. Всегда нужно, чтобы тебя держали в тонусе. Но что касается именно этой проблемы, то вот ситуация сегодня такая. Если есть у вас какие-то вопросы, я готова ответить. Пожалуйста. В законотворчестве может быть двойственные подходы? Или они должны быть едиными? Я вас понимаю, вы такие вопросы... То есть государственный язык, к нему, если одни требования предъявляются на одном уровне, то на другом должны такие же требования предъявляться. Вот как вы считаете? Я считаю, что должны.
Значит, Я считаю, что должны, понимаете? Значит, какой статус должен иметь тогда наш государственный язык, кабардинский и болгарский, соответственно, у нас в республике? И вот еще реплика такая небольшая по поводу того, что каждый из нас волен, то есть от нашего самосознания зависит. Но вы же понимаете, что сознание людей формируется информационной средой и той ситуацией, которая складывается. Она формируется в первую очередь органами власти. Экономическая ситуация, политическая ситуация. Что формирует наш парламент, чтобы наш язык, наши родные языки были престижными, и чтобы недалекие мамаши не думали, не зная русский, он не сможет жить, а зная родной, он никуда не продвинется. Как вы формируете вот эту ситуацию? Ну, мы чем можем формировать? Мы можем формировать это только законами, принятием законов, понимаете? На самом... Программа поддержки языка существует? Вот здесь написано, что у нас существует. Другой вопрос, что она не работает. Это вопрос к исполнительной власти. Вот в этом из отзыва много взяли, вот в это постановление. Вот тут написано создать фонд, который будет финансироваться из федерального бюджета, создать фонды. Но мы должны тоже проявить инициативу. Мы должны сказать, мы хотим изучать и будем, мы хотим образования там вот на своих языках. Законопроект обсудили, вот это постановление, вот этот текст, вот я, например, только что сейчас услышал, мы долго его искали. Его нету ни на сайте вашем. Мы официально запросили, на имя председателя парламента написали, чтобы... Я поняла вопрос. Да, вы же в курсе, это дальше. Он принят в первом чтении, уже есть какой-то текст у вас, да? В первом чтении ничего не меняется. Первое чтение, да, или есть проект? Нет, там есть очень важный момент, где русский язык тоже объявляется. Это не в проекте, это в постановлении. Да, я это, в принципе, имею в виду. Вот какова будет реакция парламента. Намечается ли какая-то реакция? Дело в том, что там сколько осталось? 20 дней до второго обсуждения. Там чуть-чуть всего осталось. Это второй вопрос. И третий. Проблема, она не такая насущная. Разве нельзя было организовать какие-то слушания общественные? И вот мне кажется, что и сейчас это не поздно сделать. Вот до второго чтения давайте доведите. Нет, я вашу позицию обязательно уважаю. И председатель парламента, и я, как председатель, настаивала на то, чтобы мы его вывесили в ленте новостей, потому что мы не имеем права отзывы размышлять. Это же просто особый случай. Мы тоже понимаем, что касается родных языков, это не такой какой-то проходной. Информация. Нет, мы написали, кроме этого отзыва, даже решение президиума от 4 июня. Я вот буквально, я не знаю, я сама открываю, читаю. Может быть, я согласна, наше общение, нужно было дать сразу какую-то реакцию, сказать, вот наш отзыв, вот от 4 июня, туда зайдите и посмотрите. Это, конечно, но я вот тоже думала, когда сегодня прочитала, присвоить статус родного русскому языку. А какие мы имеем аргументы сказать, мы не хотим давать русскому языку статус родного? Ну вот скажите вы. Вот нет. Автор этого законопроекта, и, кстати, в законопроекте, который был внесен в Государственную Думу в 2014 году, относительно того, чтобы русский язык признать родным для всех, было сказано так. Законодательное регулирование сферы образования не содержит относительно русского языка понятия «родной язык». Если это так, возьмите законодательное регулирование сферы образования и, ради Бога, там внесите, что русский язык является родным для этнически русских людей. И нет проблем. Да, вот так и будет, да, для этнических. Занесите это во все отраслевые федеральные государственные стандарты. Но в этом законе предусматривать, извините, дорогие, это уловка очень... Это не в законе, это не будет. В законе... Я понимаю, что вы имеете в виду. Это может такая уловка, которая будет очень четко использоваться чиновниками. Я высказала мнение парламента.
Спасибо, что вы меня выслушали. Да. Вопрос такой, а вот здесь вносилось предложение, а если есть депутаты, которые не поддерживают наше мнение, да, то их надо дозвать. Здесь тоже я просто вот много информации было. Наши депутаты еще не голосовали за. Они вот голосовали за. В первом чтении они поддержали, да. Но они сказали, что вот если все рекомендации данные вот в этом постановлении не войдут во второе чтение, что у них есть право голоса отозвать. То есть они тоже переживают, они все время с нами на связи. Все время. Понимаете, вот это я за всех депутатов я не ответственно говорить, не знаю, да. Я сказала, да. Отзыв, да. Четко понимать. Есть поддержали. У нас четкое, если у вас не четкое, у нас четкое. Все, кто против нас, народа, не должен быть депутатом. А я про депутата. Так, что хочешь сказать? Спросите. После того, как парламент Татарстана обозначил свою позицию, вот и парламент Кабардино-Балкарской республики для внутреннего пользования, насколько я до сих пор подозреваю, потому что я еще не понял, какова была позиция нашего в кавычках, парламента. Вот вы поддержали в том виде, в котором татары поставили вопрос перед Москвой. Вы сейчас зачитываете очень длинную речь, очень длинный монолог. Я совсем запутался и вообще не понял. Вот ваш отзыв, он опирается на чем? На приоритете того, что в любом государстве правовом доминирует конституционное право. Оно базируется на Конституции. В федеративном государстве на Конституции федеральной и на Конституции республиканской. И если где-то мы наблюдаем инициативу со стороны Государственной Думы, которая противоречит всем конституционным нормам, я, как гражданин вот этой республики, надеюсь и исхожу из презумпции того, что парламент этой республики будет защищать именно конституционные принципы. А то, что вы сказали, я так и не понял. Я сейчас не буду говорить ни за Татарстан, ни вообще, я вам говорю. Мы за то, чтобы наш закон, который работает, в редакции есть закон об образовании еще Кабардино-Балкарской республики, где изучение родных языков для носителей обязательно. Добровольность там не приемлется. Вот это мы написали в этом отзыве. Ясно? Нет, все ясно. Мы не поддержали в той форме. Понятно? Группа депутатов собрались и вносит в Государственную Думу законопроект, который разрушает единство российских народов, вызывает соответствующее, значит, недоверие друг к другу. Получается, значит, мы должны изучать язык 100-миллионного русского народа как межнационального языка. Да, это нужно в любом государстве. Но в то же время запрещать, значит, изучать свой закон. Я прошу всех присутствующих, поднимите, пожалуйста, руку, кто не хочет слушать голос матери, когда она вас качала на качели. Родной язык. Поднимите, пожалуйста, вот один. Вы не хотите, да, слушать свою мать? И нас хотят лишить материнского языка. Это же преступление. Я предлагаю от имени собрания обратиться к президенту Российской Федерации, распустив Государственную Думу за попытку разрушить национальное единение российских народов. Это глобалисты. Надо их лишать депутатской неприкосновенности и привлечь к ответственности согласно существующему законодательству. Это преступление, когда призывает к националистическим действиям, значит, а мы должны еще обсуждать. Если, допустим, чтобы это было непосредственно уроком для всех остальных, которые будут на таких же позициях стоять, это должно быть именно осуществлено, тогда будет законность. Вот в этом спасибо за внимание. По городу Нальчику не во всех школах есть балкарский язык, изучают балкарский язык. Не во всех школах. Приходят, жалуются в совет старейшин балкарского. Мы не
непосредственно обращались в парламент при Чеченове. Ваше заявление услышано. Она приглашает вас на встречу. Вот здесь сказали, что 22 июня без объявления войны напали на наше государство. Аналогичная ситуация, наше государство, наше правительство объявило войну нашему народу. Это касается и русского народа, и всех остальных народов, проживающих в Российской Федерации. Мы никто не заметили, но на самом деле в нашей стране давно произошел конституционный переворот. Наша конституция не соблюдается. И первый человек, который это заметил, и как юрист с мировым именем против этого выступил, это был Юрий Хамзатович Калмыков. Первый раз Конституция Российской Федерации была нарушена, когда на территории своего субъекта федерации были применены вооруженные силы Российской Федерации, которые они имели право применять только в случае нападения внешних врагов или в случае внешней войны. Во всех других случаях на территории Чеченской Республики для наведения конституционного порядка могли быть задействованы только внутренние войска МВД. Но там были задействованы войска Российской Федерации. И вот это нарушение Конституции, она задним числом была узаконена Конституционным судом Российской Федерации. И единственный человек, который против этого выступил, это был Юрий Хамзатович Калмыков, министр юстиции Российской Федерации, который в знак протеста оставил свой пост. Второй раз наша Конституция Российской Федерации была попрана и были нарушены федеративные начала нашей страны, когда наш глава государства под его давлением была отменена выборность субъектов Российской Федерации. Когда мы стали выбирать президента Кабардино-Балкарской республики, президента, допустим, вот сейчас хотят аннулировать выборы президента Татарстана. Это тоже грубое нарушение федеративных начал Российской Федерации. И вот то, что сейчас происходит, это продолжение вот этой политики разрушения федеративных основ нашего государства и превращение его в унитарное государство, что является по существу преступлением и нарушением основного закона нашего. Это Конституция, которая должна быть выше всего. Если мы хотим жить в правовом государстве, то законы государства, прежде всего Конституция, они должны быть выше мнения и решения даже президента этой страны, если они противоречат Конституции Российской Федерации. 8-10 лет назад пытались упразднить Адыгейскую республику и включить ее в состав Краснодарского края. Тоже это под директивным каким-то методом укрупнения, значит, субъектов федерации. Тогда просто общественность Республики Адыгея, значит, поднялась и дала понять, что это приведет к неконституционным формам протеста. И в конце я хочу просто сказать, что наша Конституция КБР, раз мы являемся субъектом, значит, являемся государством по Конституции в составе Российской Федерации, хотя бы пускай сделают, вот когда в 90-х годах перевели на начальные классы, до 4 класса обучение на родной язык, потом его свернули под предлогом того, что у республик нет своих финансовых средств. Денег нет, как любит говорить наш премьер-министр. Под этим предлогом свернули эту программу. Я предлагаю в качестве пилотного проекта объединить усилия, значит, органов исполнительной, законодательной власти и общественности, в качестве пилотного проекта создать в городе Нальчике одну национальную черкесскую школу, один детский сад, то есть поэтапное обучение, хотя бы вот на этом уровне детский сад и школа, как это есть, допустим, в городе Сухуми, есть еще с советских времен национальная абхазская школа. И хотя бы в городе Нальчике создать одну такую проектный пилот и показать, что дети, которые получают образование на своем родном языке, они и лучше осваивают потом и другие языки, и более развитые и так далее. Чтобы эти элитные школы, чтобы это были элитные школы, где будут преподавать самые лучшие учителя, будут получать хорошую зарплату. Вот. И пускай потом вот наши депутаты, исполнительные власти, пускай они же
органов государственной власти. Спасибо. А мы, вот пускай они на этом поприще покажут, что они готовы сделать для своего народа. А общественность всегда их поддержит. Проблема родных языков с точки зрения развития, сохранения, в нашей республике уже дискуссируется лет, наверное, 10. Еще, наверное, году, я уже не помню, в 2007 году в этом зале был круглый стол по этой проблеме, об этом говорил Кожухов. Но проблема сохранения родных языков и проблема образовательного процесса, связанные с этой проблемой, конечно, они взаимосвязаны и чрезвычайно важны. Но здесь много раз подчеркивалось, что по данным ЮНЕСКО, кабардинские, балкарские языки относятся к категории языков, которые на пути исчезновения. Но мировая общественность давно установила для себя, что мировое культурное сообщество с потерей какого-то народа из общего числа, с потерей исчезновения какого-то языка становится с каждым годом все беднее и беднее. Наши народы, кабардинские, балкарские народы, в силу своих исторических достаточно богатых событий внесли в международное сообщество культурный серьезный вклад. Исчезновение этих народов, оно на самом деле так и действительно происходит, конечно, будет способствовать тому, что общее богатство всемирное будет еще беднее по сравнению с тем, что сегодня есть. Но проблема сохранения языков имеет много аспектов. Но в первую очередь, конечно, это юридический аспект. У нас имеется закон о языках народов Кабардино-Балкарии. В Российской Федерации имеется закон о языках народов Российской Федерации. Оба эти закона до 99 и 9 периоды Кабардино-Балкарии не работали. Они приняты, наверное, лет 15 тому назад. И я помню, в 1991 году, когда в Кабардино-Балкарии принималась на парламенте декларация о государственном суверенитете, покойный, незабвенный Пластанов выразился по этому поводу таким образом. Почему эти законы не работают? Потому что там написано, что надо делать, но не написано, что будет, если не будет сделано. Ответственности в этих законах не предусмотрено. Мы многократно выходили с этим предложением пересмотреть этот закон о языке, пересмотреть закон об образовании, но так ВОЗ и ныне с места не сдвигается. Конечно, мы, обсуждая в масштабах Российской Федерации большую проблему, я бы хотел сделать акцент все-таки на то, что сейчас вот перед нами выступила очень красиво и очень как-то убедительно с ее точки зрения Азикова. И я чувствую, что она ушла очень довольна тем общением, которое они там поддержали. Здесь получили такую поддержку. Но фактическое состояние нашего закона об образовании, статическое состояние, это нулевое. Потому что в законе написано одно, а все образовательные учреждения работают по директивным документам, которые спускаются из министерства. Например, значит, в преамбуле в законе об образовании записано следующее. В Кабардино-Балкарии гарантируется получение образования на всех этапах образовательного процесса на родных языках. В Российской Федерации написано «имеет право», а здесь написано «гарантируется», то есть нет вариаций. Вариаций нет, это обязательное исполнение. Раз гарантируется, должен быть механизм исполнения этой гарантии. А в обязанностях правительства Кабардино-Балкарии, которые предусмотрены этим законом, порядка 22 пункта по образовательному процессу, ни одно слово, касающееся гарантии, этого нету. То же самое относится к Министерству образования. Там порядка 32 пункта, но ни одного пункта там среди них тоже нет того, чтобы это министерство несло какую-то обязанность.
Таких проблем, конечно, много, поэтому нам не только далеко вверх в Москву и обвинять, и с ними воевать. Нам надо здесь решать наши местные проблемы, которые зависят от нашего парламента, и с которым мы можем контактно работать. И можно добиться здесь успеха только в том случае, если сегодня мы частично уже достигли в этом вопросе позитива, потому что они стали задумываться, что с этим народом пора уже начать шутить. Надо, чтобы они почувствовали силу вот эту самую общественности в этих вопросах. И если не переставая все это дело бить в точку по этим проблемам, я думаю, что будет достигнут определенный прогресс. Мы, не подписавшиеся жители города Нарткала, обращаемся к вам в связи с существенными изменениями, касающимися нового законодательства о статусе национальных языков народов Российской Федерации. Сегодня каждый, кто себя считает адыгом, потомкой и частичкой древней черкесской цивилизации, должен отчетливо понимать, что несет определенную меру ответственности за будущее наших поколений, судьбу нашего народа. 19 июня подавляющее большинство депутатов Государственной Думы проголосовало в первом чтении за принятие нового закона, по которому национальные языки автохтонных народов и республик переводят на добровольную основу. Вопреки Конституции Российской Федерации, принципиальная позиция Республики Татарстан и парламента КБР, солидарная с позицией Татарстана в этом вопросе, вопреки протестам специалистов по языкознанию. Это свидетельствует о том, что стратегия федерального центра действительно вполне сопоставима с имперской стратегией времен Екатерины II. Приведем краткий пример из архивной истории. 1775 год, апреля 24-го, представление астраханского губернатора Кречетникова о Малой Кабарде с изложением его мнения о политике по освоению этого края. Затем к сильнейшему воздерживанию и к опровержению их языка и обычаев нужным почитаю те гарнизоны сделать поселенными между всеми выходцами из гор и дать им волю как им на солдатских дочерях, так и солдатам у них жениться, и тем нечувствительный язык и обычаи их выводить и распределять их по сотням в ведомстве наших служилых людей. Мы помним, вот Хажрат Муазин Шахач, значит, ссоре на Хажхаме Ажа. С 1960-х по 1990-е годы, вопреки мнению национальной интеллигенции, в городских школах республики практически не было преподавания адыгского и балкарского языков и литературы, за исключением сельских школ. По сути, детские сады и школы, особенно в городах, стали фабриками по ассимиляции подрастающего поколения. И только благодаря демократическим процессам в период перестройки, благодаря тому тогда, что был Заур Налгоев, Хажрат Муазин, Шакуев Мухаммед и другие представители демократической группы, им тогда удалось провести вот этот закон об обязательном изучении родных языков. И в течение последних 30 лет, этот язык хоть как-то теплился. Несмотря на то, что в Нарткала, например, там полиэтническая ситуация, тем не менее, все-таки наши дети умели читать, писать, выражать свои мысли. Множество мероприятий, множество открытых уроков проводилось. Значит, появился опыт. После окончания 11 класса кабардинцы, допустим, писали сочинения обязательно. Русскоязычные дети писали письменную работу по культуре народов Кабардино-Балкарии. Были созданы кабинеты, издавались учебники, определенный опыт накопленный. Но, тем не менее, за 30 лет псар ярагм бойча дена дельхубзем петвику джаурава, а дегалицех позитров шифа, псаршам папша, кадлахам нахабади газдетестхам. Адыгабзен нахзюжин шхачаша зри рахакочфама. Я уже больше таж сокращаются часы родного языка и литературы, упраздняются экзамены, олимпиады по истории Кабардино-Балкарии, культуры народов КБР. Но в последние месяцы происходит просто беспрецедентная атака на национальные языки малых народов. Депутатский корпус, состоящий из спортсменов, артистов, деятелей шоу-бизнеса, чиновников, бизнесменов, очень далек от проблем, связанных с нашей историей. Не исключено, что численность популяции сирийских тигров для них будет более актуальна, чем язык алтайцев или венов. Мы сами должны решать судьбу своего национального достояния. Это ярко выраженная дискриминация по отношению к нашей многовековой культуре, главному нашему достоянию, языку наших предков. Ведь не ставится под сомнение изучение ни одного предмета, включая иностранный язык, труд и так далее. Образованная часть нашей этнической элиты выразила свой протест
инициатором дискриминационной политики. Главной душой протеста в нашей республике явилась позиция профессора Мадины Хагуашевой, внучки классика адыгской литературы Алиши Генцукова. Мы призываем каждого адыга, неравнодушного к судьбе своего народа, последовать примеру жителей селения Хатуэй, выразивших свое национальное достоинство и самосознание в своем обращении к депутатам Государственной Думы. Мы не можем забыть о том, какую жертву понес наш народ в период завоевания Кавказа. Все эти колоссальные жертвы были за свое самосуществование, сохранение своей самоидентичности. Так неужели же мы все это должны забыть и предать? Ну не трагедия ли, что такие, как Валуев, должны решать судьбу наших языков? Это вообще нонсенс. Далее, на сегодня ничто не угрожает существованию развития русского языка. Русский мир — это все россияне, почти 150 миллионов. Значительная часть ближнего и дальнего зарубежья — почти 200 миллионов. Тюркский мир — это Турция, Монголия, большая часть Средней Азии, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, еще Казахстан. Мы, адыги, маленькая часть кавказской языковой семьи, и никого, кроме нас, нет, кто бы говорил на нашем языке, умел читать и писать. Мы не должны забывать трагедию убыхов. И сегодня положение многих народов севера крайне трагическое. Буквально 10-20 человек являются носителями языка. Дуфага, вспомним строки поэта Расула Гамзатова: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. И джистуса ухыш бимр замахадин и усачи адыгабза. Сарим несма нетфана крутьяджабам сиджаун шташ, а бешом занадельфу бзыбзадра хаджуштама факультативно жарю. Сигат хадра омхаш сигу кадаш сигу рефора, дунер вареншем небрахаш, вузи узимисем фора, вузи узимисем иж, а бачаси бзаварш си шабхар, си выбаярча себе иж, а дрехар шону из фопабхар. ورنشم غاشر شن مشوت يا أفي فاوز زخز مشو مدرع قيب سرش حكوا شوت أبش قزرك وتفاعل مشو جزء أش بسال غف وقب غشان ورقب غشاوة يبسال جاب سر ذري خوف وفهم أفق وبجاوة ساز دقيقة سيمدأ أبي بسال مجمفهم قرش بسي جاخر فاش قمدأ بزقور مشي زمفهم بسر توجري مبخر قناج غوكزر تيحري بسبر زري نجار بغناج مبجلير وش حدا خبو سيادي غابزة وولش زي زمانه وقروفش صفوك دتخان ريبورتاج ووش غابزة جي أروفو زمسي بزا ووخري وشغرو أدغبشن وبزرابزة زم قسقو خري وقرور هي شجاتو عرو غابزة أنا بديش وقفش وش حسش تبي قوشم بوخر ورادي جبو أف زري غدزاجو بشاشة قوشك ووفاش غامي قبغشاش زر الدنيا وزا جنار تخر غامين خرسي بزوا بغشاش يجري ماشا قمويناطر سيلاب قمشغل لقش أخام نسب فغوب وجه خبسو يا نختحمش جار شخام وري أوا سيادي خبزة ما خنقم ما غدلاجة زلفوغة تبحمشة صفشي تمرش نقم رأش غدزاج ما обращением для поступкам пошхашижу организация позарага пашиным я правозащитник حتى جوقا قيغسب هنم عشر زاهر ما обращение بغفدوغانا سفرغون شحلة Таразов. Абузет Ериев, Эльбусоид. Первое, конечно, то, что закон, это понятно, его нельзя принимать. Это однозначно, об этом спорить даже не нужно. Другой вопрос, что мы для этого можем сделать? Вот мне, например, стыдно за то, что против этого дела Лариса Апаева у нас есть, которая всю жизнь занимается преподаванием. Единственный из балкарцев, я не знаю, как кабардинцев, кто вышел с одиночным пикетом против этого закона, стояла у памятника Кезима Мучиева. С плакатом я против этого закона. Я вот думаю, что у нас в нашей стране, к сожалению, все вопросы решаются. Запустили вот такой законопроект, смотрят на реакцию. Есть у нас реакция, будут переделывать. Нет у нас реакции. Если Лариса Апаева со своим интеллигентским лицом и плакатиком будет от нас стоять, никаких решений они своих изменять не будут. И если вот сегодня то, что я сейчас скажу, женщин не касается, к сожалению, здесь очень мало молодежи. А молодежь, мы о чем говорим? Вот у нас фонд Эльбрусоид, он молодежный фонд.
коллега здесь говорил о том, что вот перевели Мэла Гибсона на кабардинский язык. Очень хорошее дело. Фонд Эльбрусой перевел более 120 фильмов и мультфильмов на родной язык. Не решает эта проблема, к сожалению. Не решает. Многие дети, которые должны этот мультик смотреть, у них, если нет азов элементарных языка, они просто смотрят несколько минут, потом убегают от телевизора. Эти мультики и все это помогает, когда уже приобщили людей к языку. Я вот так считаю, у меня есть такое предложение, может покажется радикальным, ко второму чтению этого закона, да, вот у нас, наверное, есть еще время, подать уведомление и собраться перед нашим парламентом не 2-3 человек, а заполнить эту площадь и показать свою реакцию на этот закон. Если мы реакцию не покажем, нас не видеть, не слышать не будут. Если мы друг друга будем понимать и единым фронтом выступать против этих вещей, только тогда мы чего-то добьемся.